Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. С 22 января по 1 февраля в Якутске проходит Кубок главы Республики Саха по шахматам. Это этап Кубка России по классическим шахматам среди мужчин. Турнир проводится в республике во второй раз. В этом году станет вторым этапом по счету из 15 запланированных на текущий год. Гость у нас в студии Дмитрий Кряквин, международный гроссмейстер, тренер и шахматный обозреватель. Дмитрий Вадимович, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот как начался ваш путь в шахматном мире? Ну, я в шахматы попал достаточно случайно. Вообще, я родился в семье математиков, и там считалось, что нужно какие-то там интеллектуальные игры, как сопутствующие, в общем, главному, да, учиться математике. Вначале я научился игре Го, которая очень популярна в Китае, Японии и Корее, да, но так получилось, что вот после развала СССР очень многие эмигрировали, те, кто тренировали Го в Ростове-на-Дону, в моем родном городе, и мне нужно было переучиться. И я переучился на шахматы, вот, на наиболее доступную игру, и как-то вот родители мои это поощряли, а потом незаметно оказалось, что любовь к шахматам перевесила любовь к математике, и так я стал шахматистом. А ведь считается, что если человек умеет играть в шахматы, у него нет проблем с математикой, потому что способы мышления применяются одинаковые, или я могу ошибаться? Да, действительно, очень многие известные шахматисты, да, имели хорошие математические способности, да, начиная от доктора Ласкера, Михаила Таля, а Анатолий Евгеньевич Карпов даже поступал на математический факультет. Вы шахматный обозреватель. Как человек, который очень хорошо разбирается в этой области, скажите, каково нынешнее состояние шахмат у нас в России? Ну, сейчас, последние несколько лет, да, все-таки там шахматисты России находились в далеко невыгодном состоянии, да, к счастью, благодаря вкладу президента ФИДE Аркадия Дворковича удалось избежать того, да, что их там не пускают на международные соревнования, но все равно шахматистам России было тяжелее, чем другим. Но с другой стороны, сейчас вот обновленная Федерация шахмат России, да, большой очень вклад, проводит огромная активность. Вот исполнительный директор Александр Ткачев, вновь избранный, да, он огромную активность развернул, куча новых турниров, куча новых проектов, там какие-то гранты, стипендии, невозможно уследить. Каждый день он что-то новое со своей командой делает, вот, и мне кажется, ну, я с оптимизмом смотрю. Сейчас на чемпионате мира по рапиду и блицу россияне выступили очень здорово. Вот я надеюсь, что вся страна будет развиваться, и якутские шахматы тоже. Да, вот, кстати, о якутских шахматах. Сейчас проходит Кубок главы Якутии. Вы были в прошлом году, и вы приехали сейчас во второй раз. Есть ли какие-то отличия между первым и вторым кубками? Вот в прошлом году чувствовалось, что хозяева поля, местные якутские шахматисты, они с боязнью так относятся к приехавшим грандам. Приехали гроссмейстеры, там, обладатели кубка, там, призеры чемпионатов России, они робко с ними играли. А в этом году начался первый тур, и уже повержен Алексей Придорожный, обладатель Кубка России, повержена Баира Кованова, чемпионка страны. Да, десятикратная наша легендарная чемпионка мира среди ветеранов Галина Струтинская сыграла в ничью, и все это хозяева поля, якутские шахматисты, да, уже с первого тура они заявили громко о себе, и чувствую, в этом году они сильнее, а самое главное мотивирование. Но вот в прошлом году был достаточно показательный такой матч, когда Володар Мурзин играл партию на площади Ленина в 50-градусный мороз. Может быть, он в этом году нас еще раз поразит? Володар Мурзин в этом году не приехал, но зато приехал Алексей Гребнев. Это очень талантливый молодой шахматист, который на чемпионате мира среди юниоров обогнал Мурзина. То есть Мурзин занял второе место, а Гребнев первое. Вот. Но пока вроде, насколько я понимаю, что 50-градусных морозов не предвидится. Ну, пока получается, что он находится в числе фаворитов. Скажите, а вот как поддержать среди молодежи интерес к шахматам? Ну, шахматы, да, ведь кроме того, что это интеллектуальная забава, да, кроме того, что это, там, это грандиозное советское культурное наследие, это игра, которая связана напрямую с компьютером. Сейчас, да, очень много компьютерных приложений, которые, да, можно тренироваться шахматом онлайн.
очень много всяких YouTube-каналов, на которых там популяризируются шахматы, и много интересное рассказывают. И, конечно, надо просто вот детей подводить к тому, чтобы они вместо Counter-Strike и там других современных каких-то популярных игр играли в шахматы. Ну, например, если шахматы идут онлайн, это мы не считаем киберспортом, несмотря на то, что это происходит в интернете. Нет, отчасти это киберспорт. И я, насколько понимаю, что подвижки к тому, чтобы вот как-то включить компьютерные игры, уже даже проводилось, мне кажется, в Китае, что в киберспорт Олимпиаду была, в Олимпиаду по киберспорту шахматы были интегрированы. Вот. Но, конечно, понятно, что гораздо приятнее иногда вот это щупать деревянные фигуры, их передвигать. Конечно. Но есть же сейчас и нейросети, которые развиваются, по-моему, даже быстрее, чем некоторые люди. Вот здесь как можно посудить? Ну, вы знаете, развитие нейросетей, оно очень сильно двинуло вот шахматный анализ и вот силу шахматных аналитических движков. Ну, это каждый шахматист, да, готовясь к партии, он может включить компьютер и посмотреть, что компьютер ему советует. И какое-то еще время назад, ну, отношение компьютера было как к такому калькулятору, да, что он может что-то там посчитать, ну, как-то оценить, сыграть творчески или что-то вот такое сделать. Он не может, и человек должен компьютер направлять. А с появлением нейросети стали делать все гораздо лучше человека. И сейчас компьютер безгрешный, идеальный, да, и вот если компьютер предлагает какой-то ход, то обычно человек соглашается, что да, он сильнейший, и остается только его реализовывать на практике. Как, в общем-то, это когда-то было с компьютером Диблю. Скажите, а какие возможности предоставляет участие в Кубке Главы для юных шахматистов? Ну, вообще, да, это же один из этапов Кубка России, да, и титулованные шахматисты борются за финал, который обычно проходит в декабре, да, это финал сезона. Кубок России – это второй по престижности турнир после чемпионата. Ну, как вот в футболе, да, мы видим, да, идет кубок и идет чемпионат параллельно. Вот, и, конечно, получается что, да, что гранды, с одной стороны, они борются за финал, а с другой стороны, встречаясь с молодежью, да, они передают молодежи свой бесценный опыт, который накоплен десятилетиями. И, конечно, для молодых якутских шахматистов играть против не так же часто, да, удается встретиться с каким-нибудь чемпионом России или обладателем кубка. А здесь для них прекрасная возможность, такой турнир. И, конечно, многие из них за счет этого очень здорово подняли свой класс. Ну и плюс для них большая площадка для того, чтобы потом показать свое имя уже в более большом международном спорте. Конечно, да, если кто-то одержит победу, вот уже те, кто в первом туре победили, там на всех российских новостных каналах уже эта новость прозвучала, и, конечно, о них услышит Россия и мир. Дмитрий Вадимович, скажите, а как ваша семья относится к тому, что вы увлекаетесь шахматами и посвятили этому занятию всю свою жизнь? Вот, ну, так получилось, что у меня и жена, и сын играют в шахматы, а младший сын, он еще маленький, но, видимо, ему тоже придется играть в шахматы. Вот мы с женой на самом деле думали, вот, учить сына или не учить, вот, но потом мы решили, да, что если он не будет играть в шахматы, то как-то он, может быть, связь с родителями не будет такой тесной, и он будет думать, что чем они вообще занимаются. Да, а так, но он играет неплохо, он выходит там в высшую лигу детского первенства страны, он кандидат в мастера, ему сейчас 11 полных лет. Вот. Но понятно, да, что когда он подрастет, он может сделать свой выбор. Но по моему личному опыту еще не было ни разу, что какому-то будущему известному политику, известному актеру или известному какому-нибудь там продюсеру или архитектору помешало занятие шахматами. В детстве, наоборот, они все очень благодарны, с теплотой вспоминают и с удовольствием встречаются на каких-то околошахматных площадках. Действительно, это никому еще не вредило. Вот возвращаясь к моменту о киберспорте, хочется вас спросить еще вот о чем. Шахматист Ян Непомнящий, которого знают не только у нас в России, но и во всем мире, имеет такое второе увлечение – киберспорт. В общем-то, проводит стримы, когда играет в различные видеоигры. Как вы считаете, вот здесь есть ли какая-то параллель?
Вы знаете, я был свидетелем в 2008 году, я старше Яна на 6 лет, и вот в 2008 году в Новокузнецке проводился чемпионат России, еще тогда дремучее время, Wi-Fi не было в номерах, и внизу был такой компьютерный клуб, в котором участники могли получить доступ к интернету. И вот как раз таки я там спускался там проверить почту там, или сделать какие-то еще свои дела, а Ян оккупировал там крайний компьютер и рубился там в доту часами напролет. И, насколько я знаю, он добился там успеха не меньшего, нежели в шахматах. Но, конечно, на определенном этапе развития это ему помешало, потому что мне кажется, что если бы не киберспорт, то Ян значительно раньше бы вступил в борьбу за звание чемпиона мира. Вот. Но действительно человек, он очень талантливый, разносторонний. Вот, так что, ну, у каждого должны быть, да, какие-то свои увлечения. Анатолий Евгеньевич Карпов марки собирал, да, почему бы Яну не заниматься киберспортом? Да, вот я просто хотела об этом спросить, для того, чтобы лишний раз подтвердить, что и шахматы — это древнейшая игра, от которой сейчас все современные игры берут, наверное, начало и отчасти какую-то механику. Ну, шахматы, безусловно, одна из древнейших игр. Они проделали огромный путь, да, зародившись когда-то в Индии, да, потом попав в Среднюю Азию, да, потом с мусульманским завоеванием Испании, да, они попали на Пиренейский полуостров, да, потом произошла реконкиста, да, крестоносцы освободили Испанию, да, и в наследство им, так, в награду, да, досталась эта замечательная игра, которую они позаимствовали у мавров, да, и попав в королевские испанские, итальянские дома, она приняла такой законченный вид, да, стала аристократической, стала игрой королей, да, и игрой вельможей, да, потом, ну и во многом благодаря нашей стране, да, во многом популярности СССР после революции, да, такой вот массовый размах, и шахматы удивительный, да, феномен, что когда-то она была королевской игрой, а сейчас она стала самой дешевой и доступной игрой. Да? Достаточно купить шахматы просто, да, залезть в интернет, посмотреть, да, как можно тренироваться, и ничего другого не надо. Не надо покупать шлем, коньки, да, и прочее снаряжение дорогое. И плюс ко всему это интеллектуальное развлечение, что не может не радовать. В завершении нашей с вами беседы, как можно добиться успеха в шахматном мире? Возможно, у вас есть какие-то советы для тех, кто только делает первые шаги? Самое главное, когда вы занимаетесь шахматом, не отчаиваться при первых неудачах. Да, вот очень часто многие те, кто вначале не получается, они бросают. Надо стремиться, надо верить в свою судьбу, обязательно надо читать книжки, да, обязательно надо пытаться находить каких-то сильнейших мастеров и учиться, но самое главное, мне кажется, надо любить шахматы, и тогда у вас все получится. Действительно, если любить свое дело, тогда можно добиться больших успехов. Дмитрий Вадимович, благодарю вас за то, что нашли для нас время и за интересную беседу. Большое спасибо, до новых встреч. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.